Хотите, я вам за 1 минуту объясню, в чем на самом деле заключается весь так называемый абхазский конфликт. Мы слышим много шума, обвинений, обид, но по факту, как бы удивительно это ни звучало, вся полемика ведется лишь около одного топонима – Абхазия. В Тбилиси считают, что Абхазетия – это такая же национальная область, как и Личхуми, Кахети, Сванети, Чанети и так далее. А вот в Москве Абхазию называют отдельным уделом племени Апсу, ошибочно именуемого сегодня абхазами. Почему это так важно? Дело в том, что их самоназвание Апсуа, как и их топоним Апсны, века так до 19-го был известен в лучшем случае пастухам на соседних холмах, чего нельзя сказать об этнониме Абхаз и топониме Абхазия, служившими обозначением всей западногрузинской земли еще 1000 лет назад. Чего стоит один только факт, что у самого выдающегося грузинского правителя Давида Агмашенебели титул начинался именно с упоминания абхазов. С чего бы это ему ставить чужой этнос выше собственного, если только этноним Абхаз не являлся синонимом западногрузинских обществ, где и находилась на тот момент столица. Чтобы быть в состоянии ответить на такие вещи, нужно иметь хотя бы базовую логику, а с этим сегодня, к сожалению, туго. Так что готов пойти еще более легким путем, дабы мои изъяснения были понятны даже детям начальной школы. Давайте на мгновение допустим, что сочинения на свободную тему отдельно взятых советских ученых относительно Абхазии истинны, а мы с вами, люди, изучающие документы и летописи, глубоко ошибаемся. Что если топоним Абхазия, как и этноним Абхаз, действительно относятся к Апсуа и не имеют в себе ничего грузинского? Следуя этому тезису, получается, что исконно абхазской землей может считаться то, что веками называлось Абхазией. Согласны? Звучит вполне логично. Думаю, что на этом моменте я услышу аплодисменты даже из сухумского питомника. Так вот, сейчас я покажу вам, какие именно земли обозначались Абхазией, тогда вы поймете, что к ней вообще не относится. Это видео было сделано с помощью спонсоров на Патреоне. Если вы считаете мою деятельность полезной и хотели бы узнавать больше увлекательных фактов, обязательно станьте частью нашей команды, получая взамен выгодные бонусы в виде доступа к источникам и документам из видео, заказу тем следующих выпусков и даже возможности побывать на одном из моих стримов. Ознакомиться со всеми условиями вы можете по ссылке в описании. Итак, начнем мы с наших дней и постепенно будем отдаляться в темные века. Так изменения будут наиболее заметны. Вот какую Абхазию вы все знаете сегодня. В целом такой же она была и в советскую эпоху, почти весь 20 век. Но чтобы иметь понимание последующих изменений, давайте поставим отметку на Сухуми. Именно он станет межевым знаком в нашем исследовании. Как видите, сегодня точка буквально делит Абхазию пополам, и это важно запомнить, ведь еще даже в начале 19 века, до вхождения Абхазского княжества в состав российского государства, ее земли были значительно меньше. Это легко заметить по таким населенным пунктам, как Зугдиди и Анаклия. Между ними и Абхазией тогда еще находилась область Самурзакана, что видно во многих документах. Но в 19 столетии ее зачем-то стали называть Абхазией. 1794 год, конец 18 века. На западе Кавказа мы видим княжество Одиши, оно же Самегрело, и княжество Абхазети, она же Абхазия. Вот Сухуми, вот Анаклия, а чуть ли не вся южная половина Абхазии тогда была частью княжества Одиши, и к Абхазии никакого отношения не имела. То же самое мы видим и здесь. 1778 год. Надпись Мегрелия почти доходит аж до бывшей столицы абхазского княжества Зупу, сегодня называемого Лыхны. Как видите, минимум половина нынешней Абхазии тогда Абхазией еще не считалась. 1776 год. Аналогичная ситуация. Мегрельское княжество доходит до Сухуми, а Абхазией назывался небольшой кусок земли где-то на месте сегодняшнего Гудаутского муниципалитета. 1775 год. И снова мы видим, что Абхазское княжество, названное тут Абхазети, начинается к востоку от Бичвинта, то есть Пицунда, и даже не доходит до Анакопии, то есть Нового Афона, входящего в состав княжества Одиши. Судя по этим документам, Абхазия в 18 веке занимала в лучшем случае пятую часть от того, что имеет сегодня. Но не спешите с выводами, возможно, дальше все будет иначе. Отмотав на несколько десятилетий назад, мы наблюдаем похожую ситуацию. Княжество Мегрелия занимает большую часть Абхазии, включая и Сухуми, называемый тогда Себастополисом. Едем дальше, и тут, к сожалению, дано не так много сведений, как хотелось бы, но нам и этого будет достаточно. Мы видим тут надпись «Анаклия», а также узнаваемую Сухумскую бухту. Все это находится к югу от обозначения Мегрельского княжества, что дает нам понять, как далеко заходили его владения на тот момент. Надписи «Абхазия» и тем более «Апсны», естественно, не наблюдается. Если допустить, что топоним Абасса – это и есть искаженное название Абхазии, то здесь она, очевидно, находится где-то на Кубани, в отличие от Себастополиса или Сухуми,
лежащего у изголовья надписи «Грузия». Сухуми, как и земли около него, вместе со всей юго-восточной Абхазией составляют часть Мигрельского княжества, а Вагасия и Абассия занимают местность на западе, судя по всему, вплоть до Туапсе. Сказать точно не так легко ввиду искаженного масштаба этой местности, но так или иначе, как минимум половина нынешней Абхазии тогда Абхазией не называлась. 1724 год. И снова надпись Мигрелия тянется от самой Сухумской бухты, а вот надпись Абасса едва вмещается на оставшейся части нынешней Западной Абхазии. 1720 год. И тут уже вполне обычно Себастополис, сегодня столица Абхазии, является частью Мигрельского княжества. В том же году был опубликован еще один занимательный документ, где Мигрелией названа уже вся Абхазия, а Сухуми находится около надписи «Грузинская земля». В 1719 году надпись «Себастополис» находилась между топонимом Мигрелия и, судя по всему, этнонимом Абхазы. Так вот, абхазы опять-таки были указаны где-то на западе нынешней Абхазии. В начале 18 века, как вы заметили, совсем все тоскливо стало с обозначением абхазских земель, особенно на фоне 19 столетия, когда в состав Абхазии записывали все, что не попадя. Так вот, тут мы видим мало того, что обозначение Мигрельского княжества, так и большую надпись настоящего владельца Абхазии. Сама же Абхазия, если мы допустим, что Абаския — это она, находится в лучшем случае около Анапы и Туапсе, если не вообще на Тамане. 1710 год, а обстановка та же. Надпись «Себастополис», то есть Сухуми, около названия Мигрельского княжества. И где-то на западных возвышенностях указана Абхазия. 1709 год. Сухуми является частью княжества Одиши, или в глобальном смысле всего Гурджистана. Абасса же находится к западу от Сочи. Этот документ важен тем, что здесь Сухуми назван его исконным названием – Цхуми, и, конечно же, является частью грузинских земель. Абассия снова указана где-то около Туапсе. Я хочу, чтобы вы не забывали, как незаметно вообще выпали из обсуждения все земли, что находятся к востоку от Сухуми, то есть как минимум половина нынешней Абхазии. Сколько документов мы с вами уже увидели, но топоним Абасса едва касается Пицунды, максимум Гудауты. Опять Себастополис вместе с грузинскими топонимами находится к югу от Кавказа, чего нельзя сказать об Абассии, лежащей далеко на западе. К востоку от Сухумской бухты большая надпись «Грузия», а вот Абасса упоминается в качестве топонима значительно западнее и, возможно, отождествляется с Мамай-Калой, что сегодня находится в Сочи. 17 век. Мы видим здесь большую выделенную зону на значительной части Южного Кавказа, указывающую на грузинские государства, в том числе и на Абхазию. В тот момент на этих землях господствовала жуткая феодальная междоусобица. Грузинские князья воевали между собой за каждый клочок земли, но тем не менее, пока еще не существовало никаких московских специалистов по Кавказу, и для всех было очевидно, что Абхазия – это лишь одна из грузинских областей. Важно отметить, как далеко на запад от Сухуми она тогда обозначалась. Еще один документ тех лет, где Сухуми является частью Мигрельского княжества, а топоним Абхазия здесь вообще не указан. Но даже если бы он и был, то очевидно не на землях нынешней Абхазии, а где-нибудь ближе к Сочи. Кстати, слово Сухуми грузинского происхождения, как и большая часть всех топонимов Абхазии. Следовательно, свою нынешнюю столицу Апсуа называют по-своему, а именно Акуа. Так вот, здесь есть одна Акуа, и находится она на Кубани, где живут абазины, близкий для Апсуа этнос. Но это тема для отдельного выпуска. Конец 17 века. Мало того, что тут обозначены грузинские земли, так еще и даны четкие деления между ними. Себастополис, то есть Сухуми, как и большая часть сегодняшней Абхазии, являются частью Одиши и Мигрелии. К западу мы видим два топонима – Абхазия и Аугасия. Как легко можно заметить, они даже близко не отождествлялись с тем, что сегодня называется Абхазией, а составляли в лучшем случае два ее муниципалитета. Далее у нас идет менее точный документ, где мы можем и амазонок увидеть, и Белую Черкесию под Киевом, поэтому отнесемся к нему с долей скептицизма. Однако, даже здесь Колхида или же Одише названа значительная часть от того, что сегодня считается Абхазией. Это дает нам понять, что юго-восточную часть данной области стали обозначать Абхазией, начиная лишь с 19 века, как минимум. В качестве доказательства показываю вам еще одно аналогичное свидетельство тех лет под названием «Карта Колхиды», называемой Мигрелией, а местными жителями Одиши. Здесь буквально указана юго-восточная часть нынешней Абхазии, это легко понять по названиям населенных пунктов. Само же племя Абасса находится где-то на землях сегодняшней Карачаево-Черкесии, а в ущельях Кавказа возведена стена длиной 60 миль для остановки этого самого племени Абасса от набега в Абхазию. Я напоминаю, это 17 век.
И здесь Абхазия названа частью грузинского княжества, а заселиться туда пытается племя Абасса. Если Апсуа и абазины хотят считать себя абассами или абхазами, тогда получается, что еще в 17 веке они только начали заселяться в грузинскую Абхазию. Чтобы этого не допустить, и была возведена стена. Кстати, сегодня она называется Великая Абхазская стена. Вы увидели более 25 документов с 17 по 19 века, и ни в одном из них топоним Абхазия не отождествлялся с нынешними землями автономии. В лучшем случае он едва ли касался двух западных муниципалитетов, а это лишь 17 век. В следующей части вы узнаете, что было на месте Абхазии до 16 века включительно, а также какой была Абхазия в эпоху античности. Кстати, для спонсоров на Патреоне этот выпуск и все документы к нему будут доступны уже в ближайшие дни, так что не упустите уникальную возможность быть в их числе. И напоследок, никогда не спрашивайте у женщины, сколько ей лет, у мужчины, сколько у него денег, а у Апсуа, для чего в 17 веке от самого Сухуми была возведена так называемая Великая Абхазская стена грузинским князем Ливаном Дадиани. Подобные темы вызывают сильное жжение в области таза, а значит, мы их обязательно еще обсудим.